На территории башенного комплекса Нижний Пуй при проведении подготовительных работ к реставрации были найдены фрагменты каменных фресок, предположительно украшавших ранее фасадную часть древнего храма Тхабаерды. Это очередной объект, который восстанавливает благотворительный фонд «Сафмар» по договоренности с главой Ингушетии. На место прибыли сотрудники Джейракско-Асинского заповедника и Комитета культурного наследия. Тамерлан Хамхоев продолжит. Каменные великаны Ингушетии каждый день открывают все новые страницы истории нашего народа. Находки у башенного комплекса Нижний Пуй в виде камней с петроглифами и орнаментальными узорами сейчас хранятся на территории учебной базы реставраторов под охраной и видеонаблюдением. Скоро здесь, благодаря основателю фонда «Сафмар» Микаилу Гуцериеву, должны начаться реставрационные работы. Обнаружили уникальные экспонаты совершенно случайно при очистке прилегающей к комплексу территории. Один из наших сотрудников обнаружил странный камень с странной гравировкой. Я сразу же узнал почерк мастера, который был на Тхабаерды, и решил, что, возможно, это мог быть один из фрагментов потерянных из храма Тхабаерды. Храм Тхабаерды, являющийся одним из старейших христианских храмов на территории России, скоро будет отреставрирован. Археологические работы и после их завершения реставрационные станут большим шагом к сохранению культурного наследия региона, а подобные находки помогут сложить цельную картинку внешнего убранства культового сооружения. Археологические работы должны начаться в ближайшие месяц-два. После них предполагается начать работы по реставрации самого храма. Мы привлечем специалистов для того, чтобы определить, где именно находились эти камни, которые нашли вчера. И в дальнейшем привлечем археологов, архитекторов, ученых, историков и так далее, в том числе историков нашей республики. На момент съемок обнаруженных фрагментов было всего 10. По заверениям реставраторов, это могут оказаться далеко не последние сюрпризы в данной местности. По действующему законодательству камни должны передать в Краеведческий музей имени Тугана Мальсагова с подробным описанием, сверкой и актом. Там у нас еще находятся как раз предположительные эти камни, которые найдены, предположительно еще не установлено, что они относятся к храму Тхабаерда. У нас в Краеведческом музее находится тоже несколько камней, и как раз к ним дополнение мы положим. И как уже в республике все знают, что в храме Тхабаерда будут проводиться реставрационные работы, и эти камни пригодятся как раз, чтобы они вернулись на свои исконные места. Каждый камень здесь – это история, и, возможно, совсем скоро все фрагменты недостающих камней строений будут там же, куда их ставили заботливые руки наших предков столетия назад. Тамерлан Хамхоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Академия цифрового развития получила более 4000 заявок на обучение от жителей Ингушетии. Проект реализуется благотворительным фондом «Сафмар» Михаила Гуцериева. Набор был объявлен в сентябре 2023 года. За 1,5–2 года жители региона станут квалифицированными IT-инженерами, программистами, ML-инженерами, менеджерами IT-проектов, аналитиками, джуниор и мидл разработчиками. Такие специалисты широко востребованы на рынке труда по всей России.